На окраине города остановка 8-я школа. Пешком до центра далеко, на такси дорого. Единственный вариант для бугульминцев – общественный транспорт. Но автобусы ждать приходится часами, говорят они. Стоим тут более часа, бывает иногда. Вот сейчас 6-й и 4-й, один маршрут. Вот какое длинное расстояние, а мы стоим, ждем. Мне студентов наших жалко. Они вот придут, школьников, студентов, да, они вот придут, вот, надеются на этот автобус. Бывает, ну, иногда бывает, иногда не бывает. Мы убедились, что автобуса нету, такси вызываем. Хоть и дорога дороже пенсионерам-то. Прошел уже месяц, как в Бугульме начали ездить временные автобусы. Но ситуацию они не изменили. Напомним, в октябре единственный перевозчик обанкротился и весь автопарк сдал на металлолом. 80-тысячный город остался без общественного транспорта. Позже частная АТП по договоренности с исполкомом выпустила на маршруты 4 автобуса. Они ездят с большим интервалом. На конкурс никто не заявился. Объявлен второй. Все просят дотацию. Основная причина всех перевозчиков, с которыми мы общались, проговаривали, это компенсация выпадающих доходов. Это разница затрат, которые предприятие несет по работе на городских маршрутах, и те средства, которые они получают за счет проданных билетов. Ориентировочно мы просчитывали, это где-то 35-40 миллионов рублей. Но таких денег у исполкома нет. Они уже обратились за помощью в Минтранс. Вопросы с общественным транспортом не только в Бугульме, а по всему юго-востоку республики. Так, например, в 60-тысячном Леногорске горожан развозят лишь 2 автобуса. В Павлах, где проживают 23 тысячи человек, в маршрутах всего 3 автобуса. В Азнакаево тоже 3. Чтобы как-то удержать перевозчиков, здесь предусмотрели меры поддержки. Так как наш перевозчик находится на территории, промышленного парка, мы их освободили от земельного налога. Тоже, я считаю, это существенная поддержка. Компания Рамиля Шейхалисламова как раз резидент промпарка. Он имеет право на налоговые льготы. В начале недели подписали соглашение, не будем платить транспортный налог. Это раз. Второе, не будем платить налог на имущество. И третье, это кто работает на упрощенной системе налогообложения. Несмотря на это, Рамиль уже сейчас подсчитывает убытки. В 2020-м потерял на городских маршрутах 5 миллионов рублей. Они же работают в Павлах. И там такая же ситуация по убыткам. Нужна компенсация от государства, уверяет перевозчик. Пути решения, я не знаю, это как социальное направление. Я думаю, только помогут государство. Местные власти пытаются чем-то помочь, ударяются об какие-то законы. Мы обращаемся к республиканским властям, они ссылаются на законы Российской Федерации. И вот такой круг С этим вопросом мы тоже обратились в Минтранс. По федеральному закону за организацию общественных перевозок внутри городов отвечают органы местного самоуправления. Министерство компенсирует лишь межпоселенческие перевозки и перевозки льготных категорий граждан. В следующем году на это Азнакаево получит 11 миллионов, Бугульма почти столько же. Но направить эти деньги городским перевозчикам нельзя, а для городских маршрутов такие компенсации вовсе не предусмотрены. Поэтому и банкротятся перевозчики, как в Бугульме. Сейчас этот вопрос на контроле правительства республики. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма, Азнакаево. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.